Не допустить фактов правонарушения, обеспечить безопасность избирателей на выборах. Такова основная задача сотрудников правоохранительных органов. Как и в прошлые разы, они будут нести службу в усиленном режиме. Кроме того, разработан специальный план профилактических мероприятий. Разработан и направлен для исполнения план комплексных организационно-профилактических мероприятий в период подготовки и во время проведения выборов. В соответствии с этим планом каждая служба, которая по своей линии должна выполнять свои функциональные обязанности, будет обеспечивать взаимодействие с другими службами и в раскрытии, и в профилактике всех мероприятий, которые предусматривают и ставятся перед органами внутренних дел. Для оперативного реагирования на факты правонарушений в МВД создано 215 групп документирования, в работе которых задействовано более 900 человек. В случае поступления жалоб группы будут выезжать на место и выявлять нарушителей. Любой гражданин, если он заметит нарушение или станет участником этого нарушения, может позвонить по 102, и на место сразу незамедлительно будет выезжать данная группа документирования, будет полностью оформлять данные мероприятия, нарушения и выявлять правонарушителей по данному факту. Сейчас в данный момент всего поступило 78 информаций. Из них я могу сказать, что 16 именно по преступлениям и где-то 17 фактов по проступкам. Недавно было проведено заседание Бишкекской ТИК с правоохранительными органами, где также рассматривались факты правонарушений со стороны партий, принимающих участие в предстоящих выборах. На заседании были рассмотрены материалы по регистрации и по нарушению фактов по подкупу и применению административного ресурса. На сегодняшний день в отношении 3 политических партий, которые участвуют в выборах Бишкекской городской кеңеш, зарегистрированы факты, они рассматриваются следствием. После рассмотрения, следователями будут приниматься меры уже Бишкекской ТИК в соответствии с действующим избирательным законодательством. По всей стране открыто 2273 избирательных участка для выборов депутатов в местные кенеши. Для проведения референдума предусмотрено 2483 избирательных участка, 48 из которых расположены за рубежом. Голосовать избиратели будут по бюллетеням разного цвета. Подготовлены они должны быть до 1 апреля. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө дагы жана референдум боюнча дагы бюллетендер азыр даярдалып атат. Печатаются 2 бюллетеня. Для голосования на выборах местной кенеши белые, бюллетени для участия в референдуме синие. Также будут 2 вида автоматически считывающих урн. Каждая запрограммирована под свой вид бюллетеней. На сегодняшний день ни один из кандидатов не был отстранен. Только некоторые сами отказались от участия в выборах. Напомним, 11 апреля в Кыргызстане состоятся выборы депутатов местные кенеши и референдум по проекту закона Кыргызской Республики о Конституции Кыргызской Республики. Елена Ткаченко, Нуркамиль Асанов, Алато 24.